Стабильность, повышение дотационности субъектов, снижение безработицы, суверенитет и процветание России – все это не на словах, а на деле. За последние 10 лет только в нашем субъекте была проведена колоссальная работа, напрямую повлиявшая на уровень жизни граждан республики. И эти перемены, безусловно, в лучшую сторону. Созданы необходимые условия для привлечения инвестиций в строительную отрасль и развития целой сети социально значимых объектов. С 2008 года в республике построено или реконструировано около 450 объектов. Из них к образовательной сфере относится 86. Если тогда в республике функционировало 29 детских садов, то сейчас их 69. Очередность детей снижена с 13 700 до 4 тысяч. На сегодняшний день в регионе создано более 22 тысяч ученических мест. В республике нет ни одной школы с трехсменным режимом обучения, а в большинстве случаев удалось решить вопрос и с двухсменкой. 31 объект введен в строй в сфере здравоохранения. Построены перинатальный центр, республиканская детская больница, онкологические и эндокринологические диспансеры, центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Результатом строительства объектов и модернизации системы здравоохранения стало изменение медико-демографической ситуации республики в положительную сторону. В сфере промышленности и сельского хозяйства 34 объекта. Именно они – оплот экономического развития региона. Это завод по производству полимерных труб и облицовочных материалов, швейная фабрика, завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких диодов, алюминиевых радиаторов отопления. В рамках развития агропромышленного комплекса построено и отреконструировано 24 объекта. Наиболее важный из них – мясомолочный комплекс, агропромышленный комбинат «Атлас», комбинат детского питания. В итоге 2,5 раза выросли собственные доходы консолидированного бюджета республики. Создано порядка 9 тысяч рабочих мест. Я сам с Малгобека, да, это огромный плюс, конечно, если завод заработает на полную мощность, то, что тут работа будет и рядом, самое главное, и оплачиваться. В регионе также решаются и вопросы в области жилищного обустройства отдельных категорий граждан. Для вынужденных переселенцев построено 17 домов. Собственное жилье обрели 1444 семьи. 49 жилых домов сданы под ключ жителям оползневой зоны Малгобека. По первой очереди построено 32 трехэтажных многоквартирных домов, в результате чего обеспечено жильем 843 семьи. Общей площадью жилья 90,5 тысяч квадратных метров. كورتيرهاي داخل وتجاز وشو يلا ضغط على الرشد خلو خلو وش وز وصل موجود وز متأهل وقت مشان بيرجعوا له زموت جيت على الأيوة لا نزل. Не отстает республика и в темпах строительства объектов культуры, и спорта и туризма. Их на сегодня в общей сложности 58, построенные в рамках федеральных программ и за счет привлечения внебюджетных средств. Я считаю, что это очень большое достижение. Огромное спасибо руководству республики и, конечно, Министерству культуры России, который ежегодно возводит, помогая финансовым средствами, помогает нам возводить объекты культуры. В этом году мы сдали 8 объектов культуры. И вот в 2018 году, то есть в минувшем 2017 и в 2018 еще 8 объектов культуры мы открываем. Причем открываются в самых отдаленных сельских поселениях, где никогда действительно не было очагов культуры. Благодаря работе, проведенной за последние
10 лет в регионе удалось снизить уровень безработицы. Так, по сравнению с 2008 в прошлом году наблюдалось снижение показателей в 2 раза. С 2018 по 2022 годы в республике планируется масштабное строительство социально-экономических объектов, в том числе по линии образования более 20, здравоохранения 5, в спортивной сфере 6 объектов, промышленности 3. Это позволит создать и дополнительные рабочие места. Страна сделала свой выбор. 18 марта жители России не просто выбрали главу государства, верховного главнокомандующего, но и определились с вектором развития всей страны. Владимир Путин получил от граждан России самое главное – полное доверие. Сегодня для России актуальна сильная власть. А я видела это только в Путине. Все-таки он уже как бы состоявшийся политик. Его уважают, с ним считаются. И я считаю, что власть должна быть сильная. Я вижу приоритет Владимира Владимировича в том, что он делает. В том, что он заботится о своем народе, о всей России и, в частности, о Республике Ингушетия. На выборах я голосовал за Владимира Владимировича Путина, так как считаю, что достойной кандидатуры, кроме него, в стране я не вижу. После абсолютной победы в выборах президент отметил: теперь мы будем думать о будущем нашей великой Родины. И мы, безусловно, обречены на успех. Индира Манкиева, Новости 24.